Каждому нагайцу местность Ажикала дорога особенно. Когда-то у слияния рек Малый Зеленчук и Кубань на вершине утеса стояла величественная крепость. Еще в XVII веке, там, где сейчас лишь остатки оборонительных рвов, бывал знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби. Внутри крепости, помимо жилых помещений, располагалась мечеть из белого камня, называемая нагайцами Ак-Мешет – Белая мечеть. Это наименование, как нередко бывает в топонимии, переняла казачья станица Беломечетская, основанная недалеко за Кубанью в первой четверти XIX века. Своим особенным названием крепость обязана Ажелер, то есть тем, кто шел в хадж. Паломники со всего Северного Кавказа отправлялись в Мекку, но пройдя определенный путь, например, из Дагестана, из Кабарды или из какого места другого, уставали, и людям нужно было отдыхать, они отдыхали в этом месте. Поэтому она и названа крепость паломников. Оно обозначено в книге Большого чертежа, в русской географической карте, карта средних веков, но называлась она Ачегала, там написано Ачегала. А еще эта местность знаменита тем, что именно здесь несколько веков назад проходил Великий Шелковый путь. И даже сейчас люди находят осколки кувшинов и черепки различной посуды. Недалеко от Ажикалы располагалось кладбище, которое нагайцы называют Шейх-Мезар, то есть кладбище шейхов. Под крепостью проходит балка Буралки. Чуть выше по Зеленчуку находился брод. Это место нагайцы до сих пор называют Карткешу, Старый Брод. Надо сказать, что язык, конечно, отражает жизнь общества, жизнь народа. И об этом говорит и нагайская топонимия, в которой отразились религиозные термины. В 2014 году по инициативе нагайского акына Арсланбека Султанбекова был создан историко-культурный и мемориальный центр кубанских нагайцев Ажикала. Среди главных задач, стоящих перед фондом, возведение заново той самой Белой мечети. Для духовного и культурного развития нагайского народа это очень важная инициатива. Асав, а правда ли, что президент Турции Эрдоган предлагал вам огромный гонорар за песню «Домбра»? И чем все это закончилось? Не сам Эрдоган это предлагал, его люди, это было в посольстве Казахстана, они пригласили, сказали, что мы использовали вашу песню, и сказали мы, скажите цену гонорара. Я сказал, если хотите, я подпишу бумаги, что отказываюсь от гонорара. Моя просьба возродить здесь мечеть. Естественно, мечеть, как учит наш ислам, наша религия, это дом Аллаха, дом Всевышнего. Это для людей, которые понимают этот мир, которые духовно не опустошенные люди, все это прекрасно понимают. Арсланбек Султанбеков не политик, но он мастер слова и народной дипломатии. Надеждам предков не дано сбыться. Место Белой мечети заросло травой. Эти слова из знаменитой песни Карткешу отражают глубокие переживания певца о будущем его соплеменников. Но сегодня появилась надежда, что Белая мечеть у древней скалы Ажикала все-таки возродится. И кто знает, может быть, совсем скоро с высот Ак-Мешет вновь зазвучит призыв на молитву. Равиат Изатова для канала Алиф ТВ, Карачаево-Черкесия.